Всем привет, друзья! Привет, привет! 26 января. И мы наконец-то отправляемся на открытие сезона зимнего в родной стихии. То есть рыболовный зимний сезон мы, конечно, в этом году открыли. Это было дело на Камчатке. Потом далее ставили палки, пытались поймать налима, немножко даже половили. Потом одно, другое, третье. Ремонт машины одной, ремонт машины другой, ремонт машины третьей. Одно, то болеем, то проходим комиссию, то еще что-то. В общем, 26 января, и мы с Романом выезжаем. Не знаю, получится, не получится сегодня рыбалка, потому что на улице страшная метель. Говорят, на реке очень много воды, на озерах тоже. Но съездить надо, в первую очередь надо привезти нашего урагана. Ловушки наши, что еще по открытой воде оставляли, как помните, я под кустик там положил. До сих пор они так и лежат там. В общем, едем, друзья. Не знаю, что получится, то получится. Планируем с одной ночевкой в избе. Какой еще до конца не решили. Ну а дальше мы увидим. Выезжаем, и это главное. Собрались. Вон, расцветает потихонечку. Машинка вроде оттаяла. Все. Погнали, погнали, друзья, навстречу счастью. Сзади взяли прицеп для нашего урагана. Так, где с прицепом? Там поедем? Там, наверное. А? В принципе, говорю, без разницы. В принципе, без разницы. Вон, у нас уже вот такие вот сугробы везде. Снега не было, за последний месяц просто навалило. Ну, нашему вездеходу Нива Шевроле это нипочем. И выдвигаемся в сторону нашей деревни, а именно там стоит наш ураган. Ждет не дождется, бьет копытом. Погнали. Здравствуй, родная деревня. Дорога чищена, но уже успела замести. А вот здесь где-то вот он, наш там урагашка стоит, ждет своего часа. Вот такие вот барханы, сугробы. Приехали. Ну все, с приездом. А на улице уже тем временем минус 2 градуса. Тепло, метет, снегопад. И кругом вот такие вот сугробы. Что, Роман Геннадьевич? Пошли собираться, спал? Кимарил. Ромка кимарила. Мне ехать было вообще не айс. В общем, снегопад, метель сделали свое дело. Дорога вообще каша такая. Ладно, доехали, то хорошо. Погнали. Знаешь, на что похоже это? Мультик-то идет. Волк с собакой-то нажали. Сейчас запою. Также, помнишь, по сугробам. Хыч, забор хлоп, блин. Все-таки зря мы гамаши не одели. Надо было сразу одеться, блин. Я почему-то думал, он сугробы слезал и все. Он точно в баню не ходит, что ли? Видел, сейчас замело за 2 дня, блин. Да. Там если на лугах всю дорогу замело, это будет что-то с чем-то. Блин, надо было сразу гамаши одевать. Может, вернемся, пока не поздно. Смотри, тут какие сугробы нагрет. Сейчас полные сапоги снял. Пошли гамаши одевать. Ну что, гамаши. Надо было сразу одевать их. Лево, право, право, лево. Как правильно-то? Так. Это так. Наверное, вот так. Вот так вот одевается.
Так. Ну вот. Теперь нам можно бродить по снегу, не боясь. Так вот. Правильнее будет. Ну все, плотнячком. Как-то вот так. Нормально? Я считаю, просто обалденно. Сейчас одеваем вторую и можно бродить по самые помидоры. Так, ну чё, первые испытания. Вот в прошлый раз без гамаш мы вот до сюда вот дошли. Ну а теперь смотрим, как себя поведут наши гамаши. Во! Ну да, у меня уже полные сапоги были бы снега. А теперь нормально? Нормально? Нормально. Нормально? Нормально. Ну вот. Что-то, братан, давно в баньку не ходил. Дорога не чищена. А вот и наш ураган. Последний раз месяц назад. Ровно месяц прошел, да. Вытаптывал здесь тропинки, заводил, поменял подшипник. Все, теперь заправляем и выезжаем. О, ничего даже не видно, что вытаптывал. Вот такие вот сугробы. Вот так все заснежено, грустно и уныло в зимнее время в нашей деревне. Не то что весной. Вот здесь вот весной растут наши тюльпаны. Все цветет, цветет вот эта черемуха. Все красиво. Коптится рыбка в этой бочке. А сейчас вот, друзья, вот такая вот унылая картина. Зимой в нашей деревне скучно. Грустно, скучно, уныло. Весной совершенно другая картина. А до весны осталось буквально уже февраль, март, апрель. Еще 3 месяца. И мы вернемся сюда. Ну а пока забираем нашего урагана с места стоянки деревенской и выезжаем на рыбалку. У нас 3 месяца еще, ну 2,5 точно выездов на рыбалку сейчас впереди ожидает. Дай бог здоровья, дай бог дорог, сухих дорог без воды, и мы покатаемся, порыбачим. Сейчас мы первым делом заправим его, забираем все свое барахло, которое здесь находится, загружаемся в Ниву и скажем до свидания этому прекрасному месту, этому прекрасному родительскому дому до весны. Ну все, блин, как-то грустно стало. Так, ну вот, маленько почистили. Теперь надо накормить нашего коня. Та-ра-та-та-та, сяду на коня. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я так думаю, бачка должно хватить, наверное. Нам доехать туда.
Ну, остальное возьмем. 10 литров, я так думаю, туда-обратно хватит прокатиться. Обычно вожу бензин в пятишках. Так, надо с той стороны, наверное, чтобы меньше обливать. Говорят, бак желательно, чтобы был всегда полный, чтобы не было конденсата в баке. Но у нас он все лето и всю зиму простоял практически пустой бак. Сейчас посмотрим, что и как там будет у нас. Опа, 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 вовремя, вовремя. Так, полный бак. Полный бак с горочкой. Это с собой возьмем. Что тут у нас? Полбака практически. Литров 5 есть. Нормально. Так, ну чё, дорогой мой ураган. Проверим сначала газ. Нормально. Не примерзло вроде. Так, все двигается. Кнопку стоп отсоединяем. Фара выключена. Немножко снежку уберем. Хотя все равно сейчас нападает. Так, включаем массу. Включаем массу. Видно, да? Все мои действия. Так. Открываем кран. И ставим на подсос. Все. Пару раз дерну ручкой. Ух ты, там намело сколько в стартер-то. Так. И, ну, вроде все сделали. Нейтралку. Нейтралку. Поехали, пробуем. Не хочет. Ну вот. Ой, лапочка, дочка. Красота. Пока собирались, уже 10-й час. Давай, Рома. Последние штрихи. Решил попробовать одеть без зимней куртки. Как оно будет продувать, не продувать. Потому что, не знаю, пока шевелимся. Вроде бы, как бы даже и жарко, несмотря на сильный ветер. Вон, метель. Сейчас промка проверит, заценит. Действительно продувает, не продувает. Как оно будет себя, как покажет, в общем, наша парка. Ну все, готовый воин. Весь в камуфляже можно прятаться для Весь уток. Да. Весь в камуфляже. Как там Николай говорил, ткань брюз. Так, это тоже возьмем. Что-нибудь. А, вот еще палатку, стульчик, да, и тоже закинем тоже сюда. В общем, понемногу, вон, загрузили полностью сани. Сани прицепили. Ромка у нас будет здесь, на месте каюра. Посмотрим. Вот, по крайней мере, даже здесь вижу, что они скользят очень и очень хорошо. Почему я купил именно эти сани? Сейчас покажу вам разницу между теми санями, которые у меня были. Эти, конечно, я выкидывать не буду, они пригодятся. Не знаю, что-то надо как-то их ремонтировать. Может, как-то кто-то подскажет. Вот они вогнулись внутрь. Вот, как бобслейские сани стали. Вот все намерзает тут и очень-очень плохо скользят. Вот я еле-еле допер их до сюда, вон. Очень плохое скольжение. И по весу они, ну, раза в 2 тяжелее. Тут идет металлическая обвязка. Вот это металлическое дышло. Сам пластик тяжелый.
Чуть-чуть, может быть, они длиннее, по ширине такие же, как те сани. Если учитывая то, что место пассажира, то поцарапали, да, прицепе немного, нет? А нет, это шов. То примерно будет все так же. Здесь стоит человек, а на тех санях человек сидел. И получается, примерно загрузка та же самая. Обычно мы цепляли связки вот раз, два, двое саней. И тащить было как бы не так-то и просто. Надеюсь, эти сани будут скользить получше. Ну, сейчас загрузимся. Что-то загрузили в толкач, что-то сюда, что-то сюда. Ну-ка, лыжи по длине влезут, нет, сюда? Как раз, да? Четенько, как будто здесь и росли. Ствол давай сюда. Ствол. И они как раз не сядут туда. Давай ствол, а вперед покажем на всякий случай. Без ствола никуда не ездим, потому что кругом серые разбойники ходят. В лицензию он у меня вписан, так что если повезет, попробуем добыть. Как-то вот так. Вон, хочу сразу показать максиходовские. Защита от веток, от холода. Вот тут вот прокладка твердая, жесткая от ударов, чтобы ветками руки не били и чтобы не продувало. И в то же время вот теперь все включатели, выключатели находятся в защите от снега, дождя и всего прочего. Поменял стекло, даже пленку еще не снял. Пусть пока будет, как-нибудь потом. Вот, и здесь то же самое, ручка газа, все спрятано от снега, от дождя. Вот такой вот чехольчик. Раньше я тут ставил всякие целлофановые пакеты. Это вот будет у нас выглядеть как-то вот так. Я так думаю, тоненькие перчатки и руки будут в тепле. Вещь нужная. Как только заметил в группе ВКонтакте, сразу поставил галочку, что надо приобрести. Вот такие вот обновки у нас от Максихода. Это защита от рук, от холода. Максиходы мне, ой, Максиходы говорю, гамаши Ромки. И вот такие вот саночки. Вот с таким вот мягким дышлом, язычком. С виду вроде бы все это ненадежно. Мужики в Троицке видели, говорят, фигня, быстро сломается. Как так, без обвязки. Говорят, повыше надо будет закидывать. В общем, будем смотреть, будем пробовать, будем ездить. И посмотрим. Время покажет, как говорится. Тут вот такое вот место. Здесь тоже есть нарукавники, но тут уже я что-то не стал брать нарукавники. Ну, защиту от мороза. Думаю, как-нибудь так. Теплее рукавицы Ромка оденет, не замерзнет. Попробуем, как он будет здесь вот так держаться. По крайней мере, скольжение просто обалденное. Вот сейчас вот даже вот со стороны в сторону вижу, хорошо скользит. Так что будешь танцевать по дороге, Ром. Будешь танцевать. Все. Все загрузил, ничего не забыл. Да вроде да. Ну вот и все готово. Машину все-таки решили накрыть. Не знаю, может быть снесет, не унесет. Если не унесет, хорошо. А так хоть снег будет скидывать. Роман готов. Даже без теплой куртки. Сейчас проверим, как оно будет. Пока, говорит, уже начал потеть. Сейчас мы это дело проверим. Так, на, держись. Поснимай немного тоже. Я тоже попробую пока без теплых рукавиц. Пока выедем так. Просто в перчатках. Все-таки у меня вон такие. Все забываю. Как они называются прямо? Я не помню тоже. Чехол на руль, короче. Равно у меня. А? Ты полностью закрылся. Ну да, в принципе, нормально. Готов? Ну, с Богом, поехали.
забор взяли, да, все? Да. Взяли? Я даже не чувствую сами, как едут. Но там это напруга такая была, а эти сами по себе скользят, блин. Богу гуляет, нет в сторону. Нет. Нормально? Да. Четко держаться. Да. Вообще весело. Не, такое ощущение, что вообще без санок. Там вот аж держали эти санки так, а эти вообще четко, блин. Хотя вес тоже где-то килограмм 150 в санках есть, как минимум. Не, нормально. Поехали дальше. Все. Сейчас дорога кончается, пойдет целик дальше. По целику посмотрим, как пойдет. Так-то вот такие вот и покатушки. Скольжение идеальное, да, вообще? Лево-право не гуляет. Не. Отлично. Не букета, не бурлит? Да сильно нет. Сюда сильно тоже не закидывает, да? Просто завихрение общее идет и все, да? Нормально. Ничего, испытания продолжаются. Теперь у нас вроде еле заметная тропинка есть. Прошла лошадь рано утром, видать, за сеном. Так что хоть направление будет, а то тут же вообще ничего не было видно. Ладно, погнали дальше.
Так, друзья, пришлось немного попотеть. Дорога не далекая, вот он профиль, но весь заросший, весь в буреломе. Там озеро. Пришлось топтануть без саней. Потерял, наверное, минут 40 где-то, наверное, около часа. Шаг за шагом. Но сейчас, в общем, включу камеру, вы сами все увидите. Проехал до избы, вернулся. Сейчас попробуем проехать санями. Готов? Всегда готов. Вот этот подъем пришлось 3 раза подниматься, 3 подхода. Здесь тоже все вырубать пришлось. А здесь до озера льда нету, грязь одна, глубокое болото. Думаю, если забуксует, то все, блин. А на озере вода, ну я проехал. Но тут опасно, если забуксует, букс утонет, болото. Сразу сел, что ли? Да? Я думаю, легко идет, даже не почувствовал. Я в теплоте сидел, вообще рядом. Улетел сразу? А? Сразу улетел? Ну, с ружья можно было бы. Заденем? Заденем, да? Снесем из бубны. Нормально? Поехали. Все? Вот, с Божьей помощью. Слава тебе, Господи. Доехали. Наверное, пообедаем, да, сын? Можно, что нет? Сейчас посмотрим. В принципе, тепло, можно и здесь переночевать, наверное. Что туда кататься, да? Ну да. Трубу сейчас обстучать, затопить печку. Дрова есть. Продуктов, наверное, тут километр. Я же хотел, когда уезжал, вернуться. Здравствуй, избушечка. Ну да. Никого после меня и не было. Здравствуй. Хотел вернуться через день. Даже вода есть тут. В пятишке. Вон. Хотел вернуться через день. О, мышки мылу сделали погром. А вернулся через 3 месяца. Через 2. О, война тут в ушей была. Кушать искали.
Вон сколько. Тут где-то еще рыбацкий напиток был. О, все пакеты съели, видишь? Смысла нету вешать, надо все убирать в холодильник. Вон. Они ходят по стенке, заходят на это и съедают. Соль ели тут и какали. Соль, макароны тут. Ну тут все, конец фильма. Надо все в холодильник убирать. Пятишка, ну все. Убираемся. Растапливаем печь. Перекусим что-нибудь и попробуем пробить дорогу через речку. На лыжах пойду, если воды нету, спустимся на реке на тот берег и да, снять курей. Чтобы туда уже не возвращаться. Здесь ночуем, что-то если клевать будет. Вернемся с утра туда, порыбачим. Там. Что, кто-то шевелится? Дерево, снег прям на букс упал. Понятно. Ну как-то вот так. Первый этап пройден, до избы доехали. Друзья, пару слов, буквально пару слов. Том, нужен ли холодильник возле избы? Вон, Ромка, сюда подойди, вот отсюда сейчас открою. Вы прекрасно видели, во что превратили мыши 2 пакета, там с солью, с бич-пакетами. Все полностью порвали, несмотря что висят на гвоздях, все обкакали. И вот, пожалуйста, вот холодильник. Красота. Ни одной мышиной какашки. И тут все есть все необходимое для странника какого-то. Тут даже вон, так как я вам говорил, то что уезжал на 2 дня, а приехал через 2,5 месяца. Через 3 месяца, можно так сказать. Вон, даже тут у меня окорочка с картошкой даже есть. Вон. В принципе, это можно сейчас все разогреть и перекусить. Но это, конечно же, нет. Это отвезем собаке. Вон. Макароны. Тушенка, остатки. Хлеб. Хлеб даже не заплесневел. Он немножко прихватило. Это все тоже мы потом отвезем собаке. Консервы. Вермишель. Яйца. Это, конечно, все замерзло. И все отвезем домой. Но то, что, допустим, мыши сюда не заходят, все сохранности уже хорошо. Так что холодильник возле избы нужен. Вон набор посуды. Все. Опять же макароны. Все чики-пуки. Не зря мы его сюда тащили. Не зря. Так, а картошку, наверное, надо будет выкинуть. Под нарами там картошку оставляли. Ну все, сейчас посмотрим печку сразу. Как там труба у нас. Труба у нас с шапочкой. Первым делом надо стряхнуть шапку. Все для этого предусмотрено. Лесенка. Лесенка, лесенка. Лесенка, кудесенка. Вот остальное растает. Ой. Уходишь на день, на 2, дрова на растопку, и на день дрова ты оставить просто обязан. Ты не должен, ты просто это обязан. Это негласное правило избушки, которое там вот Серега написал. Я уже вам показывал. Дрова, береста. Даже в данном случае вода, вот лед с реки я тогда оставил. Замерзла, на крайняк можно растопить.
Так, сильно пока топить не будем, наверное, да? Или пусть прогреется? Ну да, пускай протает, протопится уже что. Как-то вот так. Сейчас мы будем кушать. Роме парка так понравилось, что даже снимать не хочет в избе. Пока снимал, не услышал. Что говоришь? Я говорю, понравилось, так что снимать даже не хочет. Не, намного. Ну вот получается. Сухой, да? Ой, вода не задерживается. Правильно говорил Яков Николаевич. Даже не прилипает снег. А у меня вот куртка. Сейчас двери открою, чтобы видно было. Вон, куртка. От завихрения он насквозь, вся насквозь сырая. Вот наружный слой полностью он. Полностью промок. А Роман вот ехал без теплой куртки даже, вон, сухой полностью. И не холодно было, да? Нет. Даже без теплой в зимней куртки. Просто парка. Вот тебе и брюз материал. И не продувает, получается, и не холодно, и не жарко, нормально, да? В такую погоду. И самое главное, сухой. А я сырой полностью вон. Так что имеет место быть такие вещи. И еще пару слов о санях. Односельчанин проезжал на лошади в дальнюю деревню, с братом ехал. Пока я дорогу пробивал, к Ромке подошел. И что Роман сказал? Что говорит? Саня говорит, на этот похоже. Саня Оленеводов, говорит, что ли? Вот я говорю, Рома говорит, ну, наверное. То есть, похоже, говорит, на сани у оленеводов. Я даже, если честно, сам не знал сани оленеводов. Но если народ говорит, что похоже на сани оленеводов, значит, получается у оленеводов похожие сани. Так что Яков Николаевич у нас из Ижевского района, где живут оленеводы, где пасут оленей. И, видать, похожие сани, аналогичные сани сделал только с пластика. Вот, тем временем у нас уже в избушечке тепло. Роман готовит обед. И скоро мы будем кушать. Чайник убери пока, Ром. Там. Вообще убери, там теплее будет возле трубы. Или сюда с края поставь. Сейчас перекусим. Время-то уже, наверное, сколько время-то хоть сейчас? Посмотрим, сколько время. День уже полдня точно прошло. День зимний короткий. Ну ладно, до избы добрались. Сейчас главное, чтобы на Печоре наледи не было. О, 13:02. Часа 2. Мы сегодня, дай бог, если только пробьем дорогу, нам надо переехать на тот берег и чуть ниже. Если воды нету, то это нормально. Но сначала желательно пройтись на лыжах, потому что если врюхаемся в наледь, тут очень крутой спуск. Если будет наледь, не будет места для разгона, мы сможем не подняться. А ехать по воде нежелательно. Тем более, кто знает, как замерзла река здесь. Может, полы не было, может, что. Так что рисковать не будем. Сначала сейчас перекусим. Я на лыжах сначала пройдусь до того берега. Если все нормально, то цепляем сани и едем. Главное пробить дорогу. Тем временем валит просто. Валит снег. Температура где-то -2, -3 так и есть. И вон, хоть ветер стих немного, и то хорошо. А то такая метель, пурга была. И вот еще главная причина, по какой я должен был сюда вернуться, это вот этот штатив. Оставил штатив здесь, думал, что его возить туда-сюда. И здесь штатив ждал меня 3 месяца. Скоро он понадобится на наших лесных выездах, на лесную речку. Но без него никак. Кто же будет держать камеру нашими вечерами длинными? Роман, если будет работать, не знаю. Но на выходных, может быть, как-нибудь да получится. Видно будет. Там не готово еще? Ну вот, друзья, и долгожданная наша избушечка. Наконец-то мы 26 января открываем, можно так сказать, зимний сезон на родине. Именно сезон рыбалок в избушках с выездами, с ночевкой. Это не то, что проверка палок на налима, которые возле дома недалеко. Съездил, приехал, проверил, дома спишь. Вот. Сегодня у нас будет первая ночь в избе.
и долгожданный пока обед, ну а потом будет ужин с рыбацким напитком. Все мы ждали этого, я ждал очень сильно. Некоторые друзья на канале также ждали этого момента, и он наконец-то случился. Да, долго, да, с задержкой, но были на это причины. Так, по полной не будем. Так, по плечике где-то, наверное. Так. Ну, а друзьям можно и по полной, да? Это, друзья, вам. Узнаете стопочку осенью? Здесь мы когда были, Аня, Серега ели налима. Вот такая вот стопочка. Поднимаем бокалы. Подняли, нет? Как думаешь? Да, я не знаю. Но они вообще... Поднимаем, не стесняемся. Все. А теперь, ну да, теперь можно уже. С друзьями давайте. Давайте, мужики, один разок. Ваше здоровье. Ели налима. Вот такая вот стопочка у нас была. Это дядя Витя подарил. Говорит, отвези в избу. Это, видать, с детских игрушек или откуда-то. Железная, она алюминиевая получается. Так что все до боли знакомое. С каждый ролик это воспоминание того или иного события получается. Сейчас вот иногда просматриваю или когда загружаю на Дзен, смотрю и вспоминается вплоть до мелочей. Благодаря этому ролику вплоть до мелочей все вспоминается то или иное событие. И, друзья, что еще хочу вам сказать. Огромное спасибо тем, которые подписались на Дзен и смотрят ролики. Но очень-очень мало. 3000 подписчиков, а у нас на ютубе 37. Это по большому счету, ну сами понимаете, да? Там, кстати, на Дзене идет каждый день по ролику. Ровно в 3 часа. Я загрузил 40 или 50 роликов сейчас в январе. Так что заходите, не стесняйтесь, смотрим. Кто-то смотрел, кто-то не смотрел. Весенняя рыбалка сейчас идет, там жерлицы, щуки, рыбалка на Печоре, на Продольнике. Мне, вот я загружал, было очень интересно. Я думаю, понравится и вам, кто не смотрел. Так что заходим на Дзен, ссылочка в описании и в закрепленном комментарии. И смотрим наши ролики 2021 года. Ну, кто не смотрел, будет, я так думаю, интересно. Такие ролики еще, то что... Ладно, заболтались, поднимаем бокалы за избушку, за первый поход. Дембельский Ромин поход. Рома первый раз выехал после того, как царь... Сколько уже? 2 месяца прошло, как приехал, да? Да. Получается ноябрь. А ноябрь приехал декабрь, январь. 2,5 месяца. В ноябре там приехал-то в начале месяца, можно сказать, 3. Ну, 2,5 месяца Ромка дома, а прибавил уже 8 килограмм, да? Мамины пирожки работают. То, что в армии скинул 30, да, получается? По большому счету. Да. 30-ку скинул, теперь он это возмещает. Так что приятного аппетита, присаживайтесь с нами и будем. Будьте здоровы, главное здоровье, что было. Будет здоровье, будет все. Все остальное, и деньги наживутся, все будет. Главное, что было здоровье. Значит, за здоровье. Недавно вы просмотрели ролики, 3 ролика про самогонный аппарат, про самогоноварение. Кто бы что ни говорил, вот это туфта, это не напиток, а вот я вот делаю, вот это крутой. Поверьте, друзья, это действительно вкусный, крепкий, такой... Это не просто такая кисленькая водичка, это настоящий мужской напиток, рыбацкий. От него не пьянеешь, от него становится просто хорошо. Главное всегда знать в меру. Тем более не он. Сейчас чисто символически по стопочке за обедом, а за ужином можно будет уже и немножко расслабиться. Теперь главное, чтобы... Вода-то будет, главное, чтобы был слой снега, чтобы вверхом пройти. Внизу-то вода будет, главное, чтобы не сплошняком вода была. Самое еще то, что не знаешь, где тут полыня, а нигде не полыня. Да, да. Из-за этого надо сначала пройтись на лыжах. Полностью до того берега? Да. Если я до того берега дойду прямиком, то потом вдоль берега, там, вдоль кустов, до конца острова я точно дойду. Там вроде перешеек перекрыт в этом году, замыло там. И можно будет, ну посмотрим, что гадать.
Там по песочку, по песочку. До конца не получится, но на Нять-Кури получится. Потом съедем в Нять-Курю и посмотрим. Ближе к берегу, если получится, там вдоль берега. Ну ладно, не будем гадать, будем смотреть. Присаживайтесь с нами. Пообедаем. Чайковскую попьем. Рома больше на кофе налегает, я на чай. В общем, сил понадобится много, день короткий. Главное пробить дорогу и хотя бы закинуть удочку, отпустить чисто. Камеру посмотреть, удочку, если успеем до темноты, конечно. Нет, так завтра у нас будет целый день. Все. Кушаем и выдвигаемся.